Всем привет, меня зовут Бара, и это Cactus View, выпуск 1.5. Сегодня мы в студии Outside Records. Это профессиональная запись, крутое оборудование и хороший звукач. Приходите, записывайтесь, ссылочка и контакты в описании. Сегодня у нас в гостях группа Замутим, которую мы освещали в первом выпуске, и это будет сегодня их комментарий к первому выпуску. Переходим к самой беседе. И Все слева, представься. Евгений Зайцев, также известен под псевдонимом Колобах, участник группы Замутим. МС справа. Славик Муравей. Замутим. Давайте вкратце расскажи о себе, чем ты занимаешься. Сам я уроженец поселка Батагай, Верхоянский район. Салют своим людям. Так же, как и мой корефан, мы с детства друзья. В принципе, вот когда-то 10 лет назад пытались заниматься рэпом. У нас получалось все на уровне 9 класса, это потому что так и было, да? Разные группировки были. Да, вот потом был огромный перерыв в 10 лет, и мы снова на уровне 9 класса. Old school же есть. И я знаю, ты работаешь в ЯТВ, и на какой должности ты работаешь? Менеджер, давай просто менеджер. Менеджер чего? Менеджер по управлению Кем? людьми. Да? Я умею управлять людьми. А ты? Я в данный момент без работы. Бездарь. Рэперы все такие. Ну давай к рэпу перейдем все-таки. Я впервые тебя узнал после... Я смотрел где-то видос вроде в рэп Якутии. Rhyme Time Battle, MC Кобах. Давай расскажи про Rhyme Time Battle, так сказать, взгляд изнутри. Каково это стоять перед человеком, который тебя в лицо обсирает? Давай Грубо начнем с того, каково это писать текст на человека, который на которого, как бы, по большому счету, нет у тебя обиды, зла, конфликта. Нету конфликта в основе изначально с этим человеком. Ну, то есть, если ты новичок или это, не какой-то персональный вызов, да? Достаточно трудно, ответственно. Все равно это работа с публикой, это работа с текстом. Нужно... для меня это, по большому счету, ринг. Сам-то я спортсмен в бывшем. И поэтому, как бы, ринг показывает, кто сильнейший, нужно подготовиться лучше, нужно написать что-то такое грязное где-то по фактам, и просто надо уделать оппонента своего. А ты участвовал? Нет, мне не нравится направление батлов вообще. Я не могу стоять просто и слушать вот это все. То есть он сразу, все может кончиться дракой, короче. Да. Надеюсь, сегодня ничего не закончится дракой. И как с личной жизнью у вас? У меня все четко, вот супруга. А с детьми как? С детьми, пока, видишь, зарабатываем только на себя и на рэп, надо еще на детей зарабатывать, поэтому пока по времени. Как? Не, я одинокий волк. Девочки, пишите. Ссылочка в описании. Давай, почему именно Кобах? Почему, это нетрудно догадаться, да, Евгений Зайцев. Перевод на якутский Зайцев, Заяц это Кобах. Почему именно на якутском Кобах? Я же с Хлуберге. Не знаю, Кобах, это пошло, если брать историю Ника, да, то Контра, Дота, мы начинали играть, придумали себе разные псевдонимы, да, как написать. Было куча разных, и крайне конечный он был как Кобах. А почему ты Муравей? У меня тоже все просто с ником, фамилия Муравьев и Муравей. У нас такой мини-зоопарк. Знаешь, и ты можешь стать тоже по-якутски Камардас. Не, Ух ты! Это не выговоришь. Если я буду участвовать в батлах, я обязательно вот так себя... МС Камардас, вот так. Ага. А какие еще якутские слова знаешь? Каратык понимаю по-якутски, поэтому, так вот перечислять сейчас сразу сходу не могу сказать. В общем, если подойдут на улице спросить сигарету, я пойму, что спросили сигарету. Если подойдут спросить сигарету с намеком, что меня хотят избить, то я пойму, что они хотят драки, а не сигареты. Я понял. Мы сейчас вообще будем рассказывать о студии Outside Records. Вот сам владелец Витя. Давай расскажи о студии, когда она открылась вообще. Так, открыл я студию, получается, в марте, в начале марта. Ремонтные работы тут влились где-то 2 недели. То есть она заработала в середине марта? Да. Как заработала? То есть рекламу еще не пускал.
Я ее сейчас использую в основном для себя, сам как-то пытаюсь развиваться. А сколько ты в это вложил? Ну, аппаратуру я заказывал с Германии, там у меня вышло, по-моему, 90 тысяч. Это без компрессора, потому что компрессор я заказывал отдельно. Ну, я, наверное, больше на ремонтные надо. Тут ремонт у меня... 100? Да, сотка где-то обошелся ремонт. Больше или меньше? Что больше? Ну, сотка ремонт. Больше сотки или вообще? 110. Студия сколько стоит? Давай. 1300. 300? Да. Студия стоит 300 тысяч. Я записываюсь у себя в квартире. Моя студия стоит 50 тысяч. Женя вышел на меня, написал в Инстаграме и говорит: я не согласен с тем, что было на первом выпуске, о чем говорил Адирай. И ему есть что сказать. Давай, почему ты не согласен? Ну, И с чем ты не согласен? Да, я вот как бы мог бы более детально сейчас выразить свое несогласие. Давай, основную. Да, в основном я не согласен с мнением Адирай, что нету новых имен, что нету движухи и что все у нас как-то все плохо с культурой в целом. Не согласен только потому, что движуха есть, новые лица есть, и там в топ-3, там условно вы перечисляли, да, топ-3. Да, это популярные исполнители, это известные исполнители, это старички своего дела, но новые лица есть, нужно просто немножко расширять кругозор. То есть, в общем, когда ты крутишься в своем, как бы, да, кругу, Смотри, поэтому ты не обращаешь на это. Смотри, это говорилось в контексте, то, что есть новые лица, да, очень много рэперов, но никто из них не выбивается на широкую публику, чтобы о них все говорили. Чтобы кто-то, который не в теме, знал бы о нем. Да, так надо же поддерживать. А кто этим должен заниматься? Ну, элементарно старички должны, ну, то есть, на мой взгляд, если ты состоявшийся исполнитель, да, ты там мастер своего дела, уважаемый рэпер, тебя все знают, почему бы не элементарно даже там, ребята, послушайте, я случайно там увидел батл, посмотрите, послушайте новый трек, оцените, то есть, на мой взгляд, это популярный исполнитель. Например, как делает Оксимирон. В Твиттере достаточно Оксимирону написать, что там, да, посмотрел на полусогнутых, ничего так, деваха валит. Все, сразу зрители появились, слушатели, ну, там, осадились, и вот уже публика появилась, и тогда уже исполнителя знают. Вот этого у нас нет, у нас как бы все такое вот, все на себя. Это вот, ну, не знаю, это не развивает культуру. Опять же, затрагивалась тема, что у нас в городе нет уже там крупных фестивалей хип-хоп, да, крупных мероприятий. Так, все в наших руках. Вот на примере проекта Rhyme Time, да, там все сделано своими силами, за минимальные средства, опять же, за свои, без спонсоров. Если бы заручиться поддержкой там, ну, там, лейбла Халан, например, да, мы говорим, или там авторитетом Джиды, Пансаша, там, Фиесту, да, еще перечисляли, того же Адирай, что вот они подошли к своим людям, к своим спонсорам. Вот есть у нас, мы совместно делаем какой-то крупный фестиваль. Помогите, где-то помогите оборудованием, где-то там что-то, афиши распечатать, это же все деньги, правильно? Расклеить эти объявления надо, рекламу запустить, и тогда народ потянется, и тогда движуха будет. А, конечно, если пиарить только свои мероприятия, там, тур по улусам, Халан Рейв, конечно, ну, на них-то ходят люди. То есть достаточно как бы пропиарить, помочь с пиаром, помочь с организацией, в организационных моментах. И тогда новые люди выйдут на широкую массу. То, о чем ты говоришь. Да, и говоря о Rhyme Time Battle, там я видел только русскоязычных исполнителей. Это, ну, в смысле, только на русскоговорящие имеешь в виду? Да. Не было якутских МС, кто бы батлился с другими якутскими МС. Заявки, между прочим, были. Мне не дадут соврать, что заявки были. Был интерес от саха-говорящих исполнителей. Ну, так сложилось просто. Как бы у нас нет ограничения. Вот ты на якутском читаешь, типа, и ты не должен здесь принимать участие. То есть, если будут два МС, которые друг другу на понятном друг другу языке выскажут что-то, да, и будет аудитория стоять. Аудитория однозначно будет стоять и понимать. Потому что, как показывает практика на нашем мероприятии, там, ну, там Трепетаку приходило поддерживать, я не знаю, вот сам он откуда родом, ну, там 3 улуса точно собралось, там столько народу было, да, и все там на возгласы, там, Уруя Айхал, там вообще просто зал взрывался. То есть аудитория есть, достаточно просто желания, приходите батлить. Группа замутим, был ли сольный концерт в вашей группе? Пока еще нет, в нашей группе чуть более года, и
Ну, в планах, на самом деле в планах. Альбом? В этом году альбом. Вы альбом делаете или только треки и клипы собираетесь? Над альбомом мы буквально недавно думали, что надо бы выпустить, но сейчас как-то перенаправили свои силы на отдельные какие-то дропы треков или клипов. Потому что, ну, чтобы выпускать альбом, нужно быть интересным исполнителем, состоявшимся уже со своей аудиторией. То есть, если выходит нонейм с альбомом, никому не интересно, как он раскроет какие-то те или иные темы и как этот альбом в целом звучит. Он нонейм. Поэтому ему, ну, как бы отдельные дропы, мне кажется, это нормально. Пока что. Конечно, альбомы надо выпускать. Возьмите, в пример, Касту за там сколько лет существования? 9 лет не выпускали альбом, по-моему. 9 лет не выпускали альбом, и всего у них вышел 3-й альбом. Там за 20 лет существования. Ну, они как-то работали по одному, сольные проекты у них много всего было. Ну вот, подогревали как бы все равно интерес. Я не скажу, что от них аудитория ушла. А какая у вас аудитория? У нас аудитория небольшая, все свои люди с нами. А сейчас еще знаю то, что выходит новый Rhyme Time Battle, новый сезон, да? Призовой фонд, если не ошибаюсь, 50 тысяч рублей. И ты планируешь там участвовать? Я пока еще не решился с заявкой подавать заявку под бит, акапельно, Вот либо это не принимать участие. Возможность выиграть 50к просто за рэп это будет возможно. Было бы прикольно, но если... И это можно было бы вложить в развитие уже самой группы. Согласен. У нас так и планировалось в первом сезоне, но как показала практика, короче, там достаточно было трудно пройти в топ-1, так сказать. Ну, система вот своеобразная, да. Как бы, ну, мне лично она не понравилась по первому сезону. Система. То есть у меня было одно поражение за весь сезон, и я слетел абсолютно. Хотя у топ-1, топ-2 у них также по поражению, то есть и они там. И, в принципе, топ-2 я уже тоже, батлил, и я его побеждал. У меня топ-3. Мы верим, что в новом сезоне Rhyme Time Система Battle, как-то изменится, может быть. да, это все минусы будут удалены, и останутся только плюсы. А вы биты пишете на заказ? Или только записи? Нет, на показываете? заказ мы не пишем, но вообще у меня звукач, он занимается битами, он сам пишет себе музыку. То есть, он не делает. То есть как я, он у ищет вас какие-то. услуги только звукозаписи, да, только? Да. Это пока. А гитару и так далее пишете? Вообще есть как бы гитара, но только ее нужно оборудовать. Ну, то есть, если я не рэпер, скажем, я вот рок-музыкант, я могу сюда прийти и записаться, да? Со своей гитарой. Ну, да, Да. со своей аппаратурой. Да. И это все сведется на хорошем уровне, Да. да. Ну, давай переходим к самому главному, самому интересному сегодняшнего выпуска. Это, я имею в виду клип Connect. Что вы хотели этим клипом сказать? Почему вы разрывали в кадре крупным планом плакат Жиды и сжигали все остальные плакаты этой большой тусовки? Я еще заметил, там не было других, там были только Хавланы. Нет, Элван был. Ты чё, да как бы я без плаката Элвана? Элван. Давай не будем Элван. Вообще не место. Ну, в общем, Смотри, это... посыл, знаешь, смотри какой. И вообще сейчас, давай тогда расскажу предысторию небольшую. Давай. Был написан трек, и у него не было какой-то единой составляющей, вот чего-то не хватало. Потом, после чего был к нему дописан припев, да? Да. Он вообще был без припева, то есть три просто части, 3 куплета. Припева как такового не было, мы решили дописать припев, дописался припев. На момент написания трека, да, и когда мы его там сводили, и тогда, когда дописывали припев, не было вообще изначально представления о клипе. То есть клип вообще сниматься не планировался. Потом дописали припев, сели, собрались, так, по тексту есть. И вот есть что-то, да, есть о разделении сообществ, есть о разделении рэпа, так сказать, у нас в городе. И мною было предложено, давайте порвем плакат Элвана в клипе. Ну там, разместим там Марсель, там, кстати, Марсель тоже есть старые плакаты с афиш, какой-то альбом, как он у них назывался? Неважно, короче. Разместим плакат, и мне кажется, будет эпично, если мы все это дело так еще бензином жестко с фаерами так подожгем, будет красиво в кадре смотреться.
Ну и туда уже до кучи вот как бы собрали плакаты, так сказать, топовых исполнителей. Кстати, тогда почему не L1 в крупным планом, а Джида? Это у Аспекта спросить надо. Его, к сожалению, с нами нету, да. А он сказал, я хочу порвать плакат Джида. Наверное, может, он самый... Личная неприязнь какая-то, может. Ну смотри, мне это показалось самым наглым вызовом вообще. Харчок в лицо. Да, зарядились и... Это было мне обидно за пацанов, потому что их... Не знаю, Гоша мне написал в Твиттере в личку и говорит, я типа посмотрел ваш клип. Чё, как и так, и так, и так. Я ему объяснил, что как бы оскорбить кого-то конкретно, вот там тебя там или там Пан Саша, да, или там Алвана, не было такой цели. Была цель просто как-то визуализировать разделение рэп-сообществ. Вот сделали так. В принципе, оскорблять никого никто не планировал. Прям хотели бы оскорбить, вот да. Вот я как ему сказал, да, я вот и тебе сейчас расскажу, и всем, кто нас смотрит. Хотели бы оскорбить, написали бы полноценный дис. Опыт, как бы в батловый опыт есть, опыт поливанию грязью есть. Это, ну, ничего не мешало там копнуть на любого из исполнителей и написать жестко по фактам, ну, без задевания, конечно же, родных. И написать жестко по фактам дис полноценный и выпустить его. И тогда бы это, да, уже можно было бы задуматься о каком-то дисе. Почему именно эти люди, да, уважаемые, так сказать, отцы местного якутского хип-хопа, почему не те персонажи, которые реально делают хуёвый рэп? Я не буду конкретно имена называть, но вы примерно понимаете. Я сразу вспомнил одного из участников. Почему не их там фотографии или плакаты? Потому что это было бы прикольно, то, что вы бы заявили себе, мы не делаем хуйню, мы презираем хуйню. А нет, вы сделали совсем наоборот. Хорошо, вот дороги в городе хуёвые, мы кого все в первую очередь виним? Строителей, которые их строят, или мэра? Администрацию, наверное. Вот, администрацию в целом. Ну, здесь, наверное, что-то в таком же духе. Смотри, со стороны было, мне показалось, то, что пацаны просто хотели поднять хайпа за счет большого имени. Ну, это интервью, может быть, некоторым пояснит что-то. Ну, желаем, чтобы так и было. Нет, в принципе, у Гоши тоже возникли вопросы. Он написал, я ему ответил. Все, вопросы исчерпаны. Конфликта не было. Нет, как такового конфликта нет. Вот, кстати, Шиза, да, ты смотрел Шиза? Там вот это тоже для нас было что-то вот... То есть, ну, по крайней мере, на себе скажу, я там прям вот психбольного на себя маску одел, короче, и что-то вот такой негатив, жесткий депрессняк. И вот это, кстати, было навеяно с весенним вот таким вот обострением, так сказать. Нехватка витаминов, депрессники. Честно скажу, я угорал с твоей рубашки. А это, кстати, даже не смирительная рубашка. Это халат, это халат, блядь. Там воротник торчит. Надо было как-то. Ну ты, кстати, молодец, ты спалила вот. Так вот, ты первый, по-моему, кто сказал. Да? Да. Я первый. А так, ты, бля, спалят, наверное, потому что это халат, а не рубашка. Ладно, пойдет. Там вроде поправляли, а так на улице холодно. Вот когда Connect снимали клип, вообще минус 30, мы там просто выскакивали, давайте уже все тут сожгем, согреемся. И когда все это пыхнуло, у нас сгорели, короче, все вот эти вот меховушки от пуховиков. Сзади все горит, блин, просто спину печет, все. Еле потушил. Просто второй этаж, пожар, там весь этот ИТФ, он весь просто горел, мы там его задолбались тушить. Я еще сам с этого, внутри возмущался. Они что, они же пожар могли банально устроить. Да, там реально был пожар. Там-то не маленький, там вообще все было, все присели. Там слишком большой огонь, мне показалось. Вообще огромный был. Но... Но у нас был огнетушитель нерабочий, мы его просто в стену кидали. Было весело, в принципе. Это вырежете. Нет, был рабочий. Был рабочий, да. Но мы его кидали. Короче, мы все потушили, там вообще, если что сгорело, это до нас. Мы пришли, так и было. Понял. У пацанов реально горячий рэп. Кстати, а вот молодежь спрашивает, где это снимали ИТФ, а что такое ИТФ? Что такое ИТФ? Ну это вот там, вот, наверное, здание. Да там все неформалы же которые с большими... Да там не один клип снят. Которые с большими окнами? Да. Ну это очень заезженное место, да, на самом деле. Вот, а потом такие, а что такое ИТФ? А где это? Все равно это давно забытое старое. Ну и такое место, в принципе, в центре, и заброшка, ну тоже, то есть то, что мы искали. Долго тоже подбирали. Хотели на птичку ехать, на брошенную какая-то брошенная котельная, потом выяснили, что там все под охраной. А нету планов каких-то в хорошей студии, да, на черном фоне, там реальный, с телочками и так далее? Думаем над этим. Давай подводим к концу вообще эти разговоры.
Давай, скажи топ-3 рэпера в Саха-рэпе. Неважно, якутское или русскоязычное. Для тебя. Ну, якутскоязычно уже назвали, поэтому повторяться не имеет Давай из смысла. новых тогда, которые тебе интересны. Из новых или из русскоязычных? А давай не топ-3, давай вообще просто перечислять буду достойных. Давай так. Я считаю, что представители 69-го клана, Диего, Пролайф. Вы, пацаны, знаете, есть еще пацаны Саха-рэперы, 69-й клан тоже. Да, видел на RY 14. Я еще удивился немножко, но у них как-то по-другому пишется. В общем, давай возвращаемся. Дима Диего, Пролайф, Кобах. И у меня не возникает вопроса, почему у него не Кобах, как и у меня Кобах. Который, Есть еще третий Кобах. я знаю, да, он в этом участвовал, проект «Живьем» еще, я его там видел. Да. Он вау, вот так читает таким грозным Не, он голосом. прикольно читает, да? Мне кажется, Кобах клевый стиль. Валет не смущает то, что есть один Нет. Кобах и другой Кобах? Он Зайцев, я Зайцев. Все. Он Кубок, я Кубок. Просто у него не пишется немножко неправильно, на мой взгляд. У него просто без У. Ну, это же какие-то конфликты среди слушателей будут. Я слушаю Кобаха, я тоже слушаю Кобаха. А ты знаешь трек его такой? Нет. А ты знаешь такой? Нет. А будут говориться совсем другие. Да Кобаха. ладно, ну нет. Мне кажется, разделения тебе нет. стоит об этом подумать. Нет. Ну, свой псевдоним я менять не буду. Так же, как, наверное, и он. И я, наверное, не скажу, что там типа, да вот меня с тобой спутали из-за этого что-то. Что вообще может произойти из-за того, что спутали ники? Вот ты сейчас тоже сказал Кобах, я подумал, чувак, а сам о себе говорит. Ну, в общем, Маскила еще делают хороший, типа, современный модный звук. Ну, как бы, мне кажется, достойно. Потом, ну, у Агдема там есть... Ну, вот у меня достаточно много местных рэперов, которые в машине или в плейлисте. Там, Сплав, например. Кобаха уже назвал, Диего, Пролайф, Маскила, Агдем. Аксайз даже один трек. И все по-своему, они вот... Каждый в своем жанре. Даже Тито звучит нормально, но в своем вот направлении он звучит нормально, и ты не поверишь, у Тита аудитория, блин, Дирайре еще позавидует ему. Я тебе серьезно говорю. У Тита, если будет сольный концерт давать, да там все школы города соберутся. И вся птицефабрика, ПТ Берлога. Тоже андеграунд, да? Да. Он аспект вообще жестко валит. Тоже жестко валит. Пироманчик. То, что выдал Пироманчик в финале под бит, это вообще просто мясо. Пироманчики, ну ты их должен знать. Ну как же, да, ну покатил вроде тоже ничего так, да, стиль? Покатай, земляк наш, ну. Ну, он из 69-го, кстати. 69 Юнайтед, да? 69, да. Ну вот. А он вообще-то с Батагая. Наш человек. Ну вот смотри, ты перечислил только русскоязычный, то есть ты... Почему? А покатил? Он же по-русски читает. Ну может потому что я просто не понимаю, о чем читают якутские МС. Нет, вру, Шумил. Мне нравится, как Шумил читает. Шумил делает вообще круто. А ты слышал его последний трек? Ну что-то в Инстаграме только вот эти обрывки какие-то. Слушай. Послушаю. Ну, в общем, меня зацепил тот трек, на который клип Акиджа. Киджа, вот, обязательно, Киджа тоже валит. Вот, пожалуйста, новое лицо читает на Сахае, и его клип крутится на ЕТВ, и... Вообще Киджа красавчик, мы с ним познакомились у Кокраша. Вообще, как бы сразу бам! Причем он так жестко похож на нашего. Хватит о других рэперах, давай, это сейчас будет рубрика «Рифмы, панчи, чё кого». Я буду вам называть по одному слову, придумайте рифму. Что-то у меня с этим плохо, ну давай. Я буду по очереди, наверное, говорить, да? Я, если что, буду это подсказывать. Унты. Понты. Понты? Вот, видишь, как подсказал, понты. Понты. Причем это понты, это, у меня сразу понты. Вы не подумайте про понты. Понты, вот, оленя. Кумыс. Алгыс. Брови Анжелики. Ноги... Вероники. Ну, нормально, ну тут... Джида. Джида. Юда. Юда. С голосом верблюда, попсовый мальчик появляется. Ну, это все знают, но это же L1 делал. Хайп. Хайп, лайк. Майк. Найк. Хайп. Хайп, найк. Последнее. Кактус. Кактус, вью.
Что-то у меня не в ту сторону, да, все какие-то панчи, короче. Кактус. Сейчас обязательно что-то придумаю. У меня гбара есть. А? У меня гбара есть. Давай к бару. Бара-бара-бара, бере-бере-бере. Ясно. Всем спасибо за просмотр. Было очень интересно. Меня зовут Бара. Это был Cactus View. Группа Замутим. Outside Records. Йоу. Всем спасибо. Всем до свидания.